И только что мы получили кадры из Новоогарева. Уважаемые коллеги, добрый день. Да? Приветствую вас. Я просил вас обобщить и представить актуальную информацию по тем мерам, которые предпринимаются сейчас для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Но прежде чем перейдем к информациям и докладам, хотел бы сказать несколько слов. Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни. Именно тяжелого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения должны быть выстроены оптимальным образом. Что называется, с запасом и с учетом всех факторов. В этой связи хотел бы вот что отметить. Во-первых, конечно, хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете ситуацию сейчас текущую, в целом по стране и по отдельным регионам. Особенно в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, мы это хорошо знаем, относятся Москва, Московская область, вообще крупные города, включая миллионники, где большая концентрация людей и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются? Второе, для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается именно действовать именно таким образом. Нам нужен хороший профессиональный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3, 7, 10 дней. Я прошу правительства вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно. Третье. Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. В первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется. Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. Остроинфекционное заболевание. О чем мы говорим? У нас был всегда раньше при социализме был запас инфекционных коек. Как сказал Наполеон, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Вот не успели просто ликвидировать. Да подход, потому что в 90-е заложили ошибочный. Совершенно Нельзя относиться... Училищ. Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы. Должны быть обеспечены и средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что не всегда этого достаточно, и здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранять. В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. Чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям. И, наконец, шестое. Вы знаете, что военнослужащие Министерства обороны
работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них накоплен значительный опыт уже работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь. Министерство обороны работает, повторяю, достаточно эффективно. Это только малая толика того, что у Министерства обороны есть, что задействовано за рубежом. Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому будем иметь это в виду. И также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло практически уже работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе. Давайте перейдем к работе. Слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Пожалуйста, Татьяна Алексеевна. Спасибо, Владимир Владимирович, за то, что вы постоянно с нами на связи, за то, что держите руку на пульсе, и все мероприятия и поручения, которые вы нам даете, мы стараемся реализовывать в самые кратчайшие сроки. Как вы уже знаете, сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 2558 человек. При этом должна сказать, что основное увеличение 72,3%, так же как и основная заболеваемость, приходится на два региона – Москву и Московскую область, но, безусловно, на город Москву, поскольку она раньше всех вступила в борьбу с этим новым заболеванием и с этой новой бедой. На все остальные регионы Российской Федерации приходится 27,7% новых заболевших. К сожалению, на сегодняшнюю дату количество умерших составило в России 148 человек. Но, тем не менее, я должна сказать, что за последний период времени мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста день ото дня количества заболевших, которые держатся на уровне от 16 до 18%. За вчерашний день такой рост по России составил 16,2%, по Москве 13,3%, по Московской области, к сожалению, 36,4%, и по России в целом, исключая Москву и Московскую область, то есть другие регионы, 16,6%. Показатель заболеваемости, который считается на 100 тысяч жителей и по которому мы меряем субъекты, где уровень распространенности наиболее высокий, составляет в целом по России 12,5 человек на 100 тысяч заболевших. При этом, как я уже сказала, два региона, Москва и Московская область, являются лидерами этого распространения. Но далее у нас по рангу следует Республика Коми, 24,6 человека на 100 тысяч населения, и Мурманская область и город Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднероссийского показателя. Уважаемый Владимир Владимирович, должна сказать, что мы очень четко следим за тем, как развивается ситуация в мире. И поскольку мир вступил в эту борьбу раньше, чем Российская Федерация, и количество заболевших в странах мира, в ведущих странах мира нарастало раньше, чем в Российской Федерации, то мы могли видеть и корректировать свои меры, исходя из того, как ситуация там развивалась. Нарастание заболеваемости в России, в первую очередь в Москве, началось с 16 марта 2020 года. И уже к сегодняшней дате прошло 2 инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, то есть практически с месячного периода, страны начинают мерить либо
либо фиксировать, либо рост заболевания, либо переход его на соответствующая плата. Поэтому мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области, как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания. Ну и, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато, и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее. Но на 3-4 недели отстают другие регионы страны, и в этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки, а это время именно принять очень жесткие усилия для того, чтобы заболевание не распространялось, а это возможно достичь только несколькими путями. Первый путь – это самоизоляция, что на сегодняшний день регионы предпринимают, но вы знаете, что есть такой коэффициент самоизоляции, который мы последнее время меряем, и он публикуется. К сожалению, не во всех регионах страны граждане соблюдают эту самоизоляцию. И, пользуясь случаем, еще раз хочу призвать всех наших граждан к тому, что в этом залог благоприятного развития ситуации в Российской Федерации, с одной стороны, а с другой стороны, это возможность нашей системе здравоохранения справиться с теми вызовами, которые перед ней стоят. Вы справедливо сказали, что врачи в Москве и уже в других регионах работают с очень высокой нагрузкой, и чтобы как-то сгладить это напряжение, очень важно, чтобы граждане соблюдали те требования, которые озвучиваются сегодня властями на всех уровнях. Это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что предприятия, которые имеют необходимость непрерывно работать, а также крупные объекты, они будут работать. И в этой связи работодатели должны руководствоваться теми требованиями санэпидблагополучия или теми мероприятиями, которые сегодня рекомендуют главные санитарные врачи регионов и которые должны быть соблюдены. Следующая тема, о которой я хотела сказать, это тема, которая связана с условиями для установления этиологии заболевания. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевания. Сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование. На сегодняшний день в Российской Федерации тестирование лабораторий, из которых 18 частных, проводят тестирование. На сегодняшний день в Российской Федерации тестирование проведено на 1 360 000 исследований. Мы находимся среди стран-лидеров, которые проводят тестирование своего населения на новую коронавирусную инфекцию. И также я бы хотела сказать, что, как мы вам и докладывали, на прошлой неделе в пятницу зарегистрирована ИФА-тест-система, которая позволяет определить наличие антител в популяции, то есть имея в виду, что население переболело. И в первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников, для того, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел. Мы проводим очень серьезную работу и корректируем эту работу по готовности коечного фонда для принятия больных. Безусловно, сейчас ситуация складывается таким образом, что легкие больные, они диагностируются и в основном проходят лечение дома. На койках проходят лечение те больные, которые имеют заболевания средней тяжести, тяжелые или крайне тяжелые. Там, где требуется уже более серьезное медицинское вмешательство. И на сегодня Москва, я думаю, что Сергей Семенович об этом подробнее доложит,
разворачивает с учетом уже того, как складывается ситуация, первичное звено для того, чтобы правильно провести диагностику как раз той целью, о которой я сказала, и он разворачивает порядка 40 поликлинических учреждений первичного звена здравоохранения Москвы для того, чтобы на ранней стадии диагностировать заболевание и определить, нужна ли госпитализация или госпитализация не нужна. Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развертыванию 95 тысяч. По данным регионов страны уже развернуто. И в соответствии с вашим поручением, которое вы давали нам ранее на встрече с регионами страны, мы ведем и завершим сегодня, по сути, дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов, для разворачивания этих коек дополнительно к тем 33 миллиардам рублей, которые уже были выделены. Также мы сегодня завершаем, по сути завершили, сейчас только оформляем финансовую оценку поддержки федеральных коек, которые являются большим подспорьем сегодня и для Москвы, и для других регионов страны, где такие койки сегодня имеются. Также мы бы создали еще дополнительный резерв, который пока не будем распределять, где такие койки сегодня имеются. Также мы бы создали еще дополнительный резерв, который пока не будем распределять ни по регионам, не будем распределять по регионам страны, а он будет существовать у нас как необходимый для страховки. И, наконец, в завершение, прежде чем коллегам передать слово, в соответствии с вашим поручением выпущено решение правительства о выделении финансовых ресурсов на материальное стимулирование медицинских работников, которые оказывают помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Хочу сразу сказать, что мы задействовали уже сейчас 8 федеральных органов исполнительной власти и их подведомственную сеть, и в их числе, кстати, коечный фонд Министерства обороны. И также, как я уже докладывала, медицинских работников регионов страны. На эти цели выделено постановлением правительства 48,8 миллиарда рублей, 13,1 миллиарда уже распределено, остальные 35 миллиардов будут использованы по мере вовлечения медицинских работников в оказание медицинской помощи. Ну и, наконец, совсем в завершении мы также привлекли к оказанию медицинской помощи силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые уже разворачивают свой госпиталь в данный момент времени в Мурманской области. Спасибо. Итак, это были кадры из Новоогарева. Президент проводит совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.